Всем привет, с вами Салтанат, и вы на канале Даамду «Вкусный тести Кыргызстана». Сегодня последний день лета. Честно признаться, оно было невероятно жарким и невыносимым. Я просто таяла на солнце, как мороженое, особенно в июльском зное. Кто-то сказал, что глобальное потепление, а кто-то просто считает, что природа решила пошутить над нами. Но если серьезно, то я не помню такого жаркого лета уже давно. Каждый день был как в бане, а ночью просто невозможно было уснуть без кондиционера. И как только выходишь на улицу, сразу хочется обратно в прохладу. А как ваше лето прошло? Было так же жарко и невыносимо? Поделитесь своими историями в комментариях. Мне будет очень интересно их почитать. А сегодня я хочу рассказать вам о своем первом опыте катания на сапбордах. Да-да, именно на тех досках, которые используют в серфинге, но с веслом. И знаете что? Это было просто восхитительно. В общем, расскажу все по порядку. Выехали мы с группой туристов с утра, а погода как раз в тот момент в Бишкеке начала портиться, намекая на то, что скоро пойдет дождь. Так и случилось. Пока мы ехали, пошел дождь. Не знаю, как остальные, в тот момент я была этому очень рада. У нас так давно не было осадков, что даже небольшой дождик, кажется, мог осчастливить любого жителя столицы. Остановились мы в Бомском ущелье, чтобы позавтракать, а тут было прям так ветрено, дождливо и свежо, что мы находились здесь дольше, чем было запланировано. Мне на самом деле очень нравится наблюдать из окна машины. Это такой невероятный опыт, словно погружаешься в другую жизнь. Вроде сама нахожусь в пути, в движении, а меня уже окружает такая красота. Горы, поля, милые домики, старинные здания. В эти минуты у меня возникает ощущение спокойствия и умиротворения. Я люблю наблюдать, как жители села занимаются своими делами, как дети играют на улице, а бабушки и дедушки сидят на лавочках. Время течет медленнее, жизнь кажется более простой и искренней. Просто наслаждаюсь каждым моментом этого путешествия и благодарна за возможность увидеть такую красоту прямо из окна машины. Итак, спустя пару часов после нашей остановки в Бомском ущелье мы добрались до одного из пансионатов, на пляже которого мы будем сегодня отдыхать. Я специально не буду обозначать название дома отдыха. Если вы его узнали, напишите в комментариях. Честно признаться, я до этого не была на территории этого пансионата, поэтому буду делиться своими первыми впечатлениями. Те, кто здесь раньше бывал, говорят, что в этом году здесь частично провели ремонт. Но в целом территория чистая, ухоженная, облагороженная, установлены видеокамеры. И самое главное, что мне понравилось, пока идешь по достаточно длинной дороге на пляж, с разных сторон тебя встречают исторические личности и природные достопримечательности Кыргызстана. То есть вдоль аллеи установлены щиты с фотографиями красивых мест нашей страны. Идешь и пытаешься первее всех прокричать их названия. Своего рода интерактивная игра на пути к пляжу, за которой не замечаешь, как быстро время пролетает, и ты уже оказываешься на берегу. И вот он пляж, не совсем чистый, и наша конечная остановка – пункт аренды сапбордов. Как здесь хорошо. Здесь даже воздух, вы слышите воздух? Специфический. Я к нему привык. У нас есть еще час, чтобы выйти на озеро на Сапе, поэтому пока готовимся. Новичков вроде меня, которые будут впервые на сапе кататься, оказалось не так много, но все же инструктаж провели для всех. Такой ветер начался. Он нужен для того, чтобы если вы оказались в воде, доска будет рядом с вами, как спасательный круг, чтобы никуда от вас не делать.
Когда плаваем сидя, весло вот такое. Когда, если будете вставать, здесь вот есть защелка на каждом весле, весло нужно длиннее. Стоя плаваем с длинным веслом, если сидя, то с коротким. Наше путешествие, так скажем, будет вот на каменный остров. Он находится с левой стороны. Мы сейчас выплывем, в общем, таким порядком. Сначала выплывает гид первый, просто прямо метров 50. Отплывайте, пожалуйста. Вот, все в порядке очереди, остальные также формируем группы, в общем, в 50 метрах от берега. Потом я последний выплываю, вас обгоняю, плыву вперед, вы все за мной. Туда плывем, очень важный момент, все одной группой держимся. Не разбегаемся далеко друг от друга, потому что мне будет проблематично каждому отплывать и кому-то говорить побыстрее, кому-то говорить помедленнее. Вот, поэтому туда плывем, все стараемся одной группой, туда доплываем до острова, там кто захочет, можно рядом покупаться. Если кто сразу планирует купаться, вы тогда на остров сразу не выходите, потому что с острова там камни не очень комфортные, такие островатые, поэтому неудобно будет в воду заходить купаться. Легче гораздо и удобнее сразу с доски купаться. Я, честно говоря, не ожидала, что это будет настолько захватывающе. Я очень долго не могла разогнаться, волной меня снова и снова выбрасывало на берег. Поэтому я не стала себя мучить и заплывать далеко. Снимать весь процесс на камеру в таких условиях, конечно, очень неудобно. Обе руки заняты, а сам телефон находится в специальном защитном от промокания чехле. Я могла его использовать только после того, когда ветер успокоился, и можно было просто плыть, не используя весло. Что я испытала, оказавшись на сапе на воде? Первое, что меня поразило, это ощущение свободы и близости с природой. Плавать на воде на доске, слушая шум волн и чувствуя ветер в волосах, это просто невероятно. В тот момент я чувствовала себя как птица, парящая над водной гладью. И еще я не догадывалась, что сидя или стоя на доске и маневрируя веслом, можно так хорошо поработать над своим телом. Это отличная тренировка для мышц корпуса, ног и рук. Я даже почувствовала, как работают мышцы, о существовании которых раньше и даже не задумывалась. На самом деле я не любитель экстремальных видов спорта, но я получила огромное удовольствие от нового опыта. Это такой адреналин и такие яркие эмоции. Я точно буду повторять это снова и снова. Так что если у вас будет возможность попробовать отдых на сапбордах, обязательно не упустите ее. Озеро меня очень долго не отпускало. Мне хотелось там на сапе и поспать, но волны не дают такой возможности. Да, нужно взять с собой еще одного человека, подумала я. Пока один будет грести, плавно перемещаясь по воде, второй будет отдыхать, загорая и наслаждаясь свежим воздухом. Вы, доска, вода и ветер – все это создает неповторимую атмосферу свободы и умиротворения.
Спустя несколько минут, когда мы уже приплыли к берегу, пошел дождь. И это было круто. Так свежо и романтично. Наш сегодняшний отдых на Сапах понравился всем туристам. Интересно, что 90% участников тура были гостями из других стран, и все они в один голос говорили о недооцененном туристическом потенциале нашей страны. Но вот говорить на камеру не каждый пожелал, а мне так хотелось запечатлеть эти моменты радости и счастья. Ну, хотя бы один из них согласился, за что я ему очень благодарна. Как вас зовут? Меня зовут Казбек. Я приехал из России, из Москвы. Первый раз в Кыргызстане? Нет, можно сказать, он второй. Я иногда выезжаю, заезжаю. Вам что именно больше понравилось? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что вот вроде хочется сказать, допустим, каньон Кунарчек, но он среди каньонов мне больше всего понравился. А среди озер мне больше всего понравилось Кильсуу. А, допустим, среди просто таких горных локаций, наверное, Григорьевское ущелье. В общем, мне очень много чего тут нравится. А в целом, как вы оцениваете туристический потенциал страны? Огромный, очень все близко, очень доступно. Вот, допустим, в России все тоже очень много всего, что можно посмотреть, но при этом нужно очень долго куда-то летать, это все дорого выходит. А тут все прям сосредоточено на маленькой территории. И можно даже в рамках одного дня очень много всего увидеть и получить много впечатлений. За счет этого сильно растянуть как будто бы время своих выходных дней. Классно. Вот. Спасибо большое. Ближе к вечеру мы отправились домой. Нас сопровождали дожди, гроза, радуга, солнце, луна. В общем, моя душа наполнена искренними эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Я благодарна за этот опыт и делюсь им с вами. Путешествие – это не просто перемещение из одного места в другое. Это возможность расширить свой кругозор, найти вдохновение и понять себя лучше. Поэтому не бойтесь идти на приключения, открывать новые горизонты и наполнять свою душу яркими впечатлениями. А я пока отправляюсь на следующее приключение. До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!